Школьники представляют разработки по 13 направлениям – от агропромышленных, космических и нанотехнологий до генетики, биомедицины, когнитивистики и умного города. Именно последняя тема заинтересовала гимназистку из Карабулака Ясмину Чусыгову. Ее проектную работу «Дай лапу, друг» высоко оценили эксперты. Сейчас на улице очень много бродячих кошек и собак, они ходят голодные. Платежный терминал сможет не только порционно выдавать корм и помогать в лечении четырехлапых, но и собирать средства на приют для бездомных животных. Шестиклассница уверена, что доброта спасет мир, а ее проект выйдет на федеральный уровень. Сначала нужно просунуть карточку, чтобы он включился. Вот. Мигает зеленым цветом. Теперь нужно положить деньги. Нажать на кнопку. И отсюда высыпается корм. Здесь нужно не просто придумать и воплотить свою идею в реальность. Немаловажно грамотно презентовать проект. Молодой изобретатель Дауд Плиев много месяцев бился над своей задумкой. Он мечтает внедрить технологии в агронаправление. В теплицах чаще всего приходится вручную поливать и так далее, тратить свое время. Но этот робот решает эту проблему. Просто его можно купить, занести в теплицу, включить. Единственное, что нужно сделать, это забить в него в программу данные о том, какие растения у тебя в теплице. Робот будет подъезжать, с помощью датчика он проверяет влажность почвы. Если она недостаточна, он доливает ее. Также в будущем его можно более модифицировать, чтобы он использовал не только воду, но и какие-нибудь удобрения, и чтобы проверял, если растению нужна какая-то помощь с помощью удобрений, он будет их тоже туда засыпать. Эти ребята уже прошли первое испытание – онлайн-отбор. Сейчас в финале регионального этапа конкурса «Большие вызовы» самая талантливая молодежь региона. Свои работы экспертам представили более 30 участников со всех школ Ингушетии. В основном защита ведется следующим образом. Ребенок выходит, он нам отдает копию своей работы и на презентации уже нам ее демонстрирует и рассказывает, о чем она вообще. И затем уже мы задаем какие-то дополнительные вопросы, если они у нас возникают, и уже из услышанного нами выводим какую-то итоговую оценку, затем уже распределяем по иерархии от лучшего к низшему и выдаем соответствующие места. Цель конкурса – выявление и развитие у молодежи творческих способностей, интереса к проектной, научной, инженерно-технической, изобретательской и творческой деятельности, популяризация научных знаний и достижений. Сегодня будут выявлены и определены уже, как говорится, победители данного этапа. Они уже дальше будут проходить тестирование в режиме онлайн, который проводит уже образовательный центр «Сириус» в Сочи. И после того, как определятся более талантливые наши учащиеся, они уже дальше будут представлять свои работы на федеральном уровне в городе Сочи летом этого года. Мы рекомендуем наставникам, педагогам как раз вот максимально и брать проявляющих интерес к этому детей и наименьшие по возрасту, чтобы они могли, скажем так, и сами как наставники, если они начинающие наставники, расти в своем развитии, и ребенка готовить, чтобы там к 11 классу, 10 классу у них был уже такой, скажем так, молодой ученый, да, который может работу и подготовить, и рассказать, и так далее. Ребятам есть за что побороться, ведь победители и призеры заключительного этапа больших вызовов по направлениям большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии и машинное обучение, а также умный город и безопасность смогут поступить в IT-бакалавриат университета без вступительных испытаний. А победители еще нескольких направлений получат 100 баллов за письменный вступительный экзамен. Зарема Ивлоева, Сулейман Костоев, Магаз 24.